прямом эфире телеканала «Грозный», программа «Новости», в студии Алина Дадаева. Здравствуйте и коротко о главном. Фонд Халифа знакомится с Чечней. Мы здесь, чтобы помочь развитию Чеченской Республики. В республику прибыла делегация предпринимателей из Арабских Эмиратов. В преддверии важного спортивного события. Такого чемпионата и такого проведения, как мы проведем, не было и не будет еще долго. Грозный готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе. Спортивные врачи республики принимают поздравления. То, что мы сегодня увидели, демонстрацию, она потрясающая. Пятилетие врачебно-физкультурной службы отметили региональным съездом медиков. Глава Чечни проинспектировал ход работ по прокладке новой газопроводной трубы в Аргуне, введение в эксплуатацию, которое позволит обеспечить сразу несколько населенных пунктов – Аргун, Мискирюрт и Цоцеюрт. Новая газопроводная линия протяженностью 3 километра прослужит более 30 лет, говорят специалисты. Рамзан Кадыров поинтересовался сроками завершения работ. Планируется, что сдача объекта состоится в ближайшее время. О помощи голодающим жителям Сомали шла речь на встрече главы Чечни с вице-президентом фонда имени Кадырова Зиядом Сапсаби. Сенатор Совета Федерации рассказал о доставке продовольствия в африканскую страну и его дальнейшем распределении среди нуждающихся. За последние месяцы благотворительная организация отправила в Сомали сотни тонн продуктов первой необходимости. 30 мая наши сомалийские братья получили последние 4 контейнера продуктов питания от нашего фонда, от фонда Ахмада Хаджи Рахималлах Кадирова. И того получается, что более 400 тонн в течение 1 месяца мы могли доставить в Сомали. Я уже ранее вам доложить, что наша республика, наш фонд на прошлый год, 15 год и 16 год занимает первое место по оказанию помощи сомалийцам, Сомалиланд. На это, конечно, всем вам благодарны Аймане Несиевне за отзывчивость и за такую помощь. Если перейти на Ближний Восток, на который вы выделяете большое внимание по всем параметрам, по всем направлениям, могу вам доложить, что завершился очередной ежегодный творительные акции, которые вы оказываете, республика оказывает нашим соотечественникам, выходцам из Сирии. На сегодняшний день проживает в Иордании. Это более 200 семей, происхождение которого из народов Северного Кавказа и, конечно, из нашей республики. И ваше поручение и желание Айманы Несиевны о том, чтобы ни одна чеченская семья не попала в лагерь беженцев, выполняется неукоснительно и на 100%. Действительно, одно дело выделить там денежные средства, а второе дело довести до нуждающихся помощи. Это самое, трудное на сегодняшний день, потому что Сомалиланд – это трудные места и даже опасные места для того, чтобы самому выехать там, самому там участвовать и доходит ли помощь до нуждающихся. Это огромная трудная работа, я вам очень благодарен. Фонд имени Кадырова продолжает работу и в горячей точке Ближнего Востока Сирии. С началом Рамадана организация будет обеспечивать ифтаром по 20 тысяч человек ежедневно. Причем распределение помощи будет проходить в самых опасных районах Арабской Республики. Масштабная акция согласована с Минобороны и МИДом России и посольством нашей страны в Дамаске. Эту работу мы проводим согласованно с Министерством обороны Российской Федерации, с Министерством иностранных дел Российской Федерации и, конечно, с посольством России в Дамаске. Что мы делаем? Во-первых, мы хотим постараться, да, у нас получится, наш фонд войдет в книгу рекордов Гиннесов, где будем в районах военных действий будем обеспечивать ифтарами каждый день 20 тысяч человек. То есть в течение 30 дней наш фонд будет обеспечивать более 600 тысяч жителей, граждан Сирии в разных местах, городах, лагерях, которые в школах сегодня живут или в больницах живут, в казармах. Вот эту работу мы проводим. 6 числа будет презентация
На сегодняшний день с нами работает более 200 активистов. У всех, конечно, своя форма, место жительства. Я думаю, 1 числа мы получим видеорепортаж, который будет показан и по Russia Today, по общему международному каналу России, и по нашему телевидению. И как вы уже нам указали, что помощь не должна только ограничиться продуктами, питаниями и ужинами, ифтарами. Для этого, значит, мы взяли на обеспечение нашего фонда 150 круглых сирот из Сирии, из 3 городов. Из Дамаска, из Латакия и из Алеппо. Вот эти сироты, эти дети будут обеспечены всеми необходимыми вещами, школьными предметами, питанием, и еще будет ежемесячно материальное вознаграждение, чтобы они достойно жили. По поводу дальнейших работ, конечно, активность нашего фонда на Ближнем Востоке и во всем мире, конечно, и накладывает на нас большую ответственность и дополнительную работу. Но как вы нам говорили, как нас учили, что ради людей мы все вместе должны работать как одна команда, и так мы работаем. Мы военные действия на себя ощутили и знаем, какие трудности бывают. И любая помощь, которую оказывали чеченскому народу в любых направлениях, это была нужная и необходимая. Поэтому то же самое сегодня нуждается сирийский народ, что мы нуждали в военные годы. Поэтому все, что нами делается, надо делать для того, чтобы доходило до людей. И не просто, как мы говорили, ифтаром не заканчивается, людям особо нуждающимся мы будем помогать, одежду, предметы необходимые для жизни. Это мы, если для начала выбрали 150 детей, мы будем помочь. Это первый опыт. Да, опыт, мы будем расширять в помощь, и более, я думаю, что сделаем так, чтобы большее количество детей, сирот получали помощь от благотворительного фонда чеченского народа, так скажем. Я хотел бы вам еще доложить, мы в Сирии, в Дамаске открываем постоянный медпункт, где будут принимать детей, стариков за наш счет и обеспечивать лекарствами. А по поводу гуманитарной помощи могу вас заверить в том, что мы работаем из рук в руки. И еще сирийское правительство нам пошли навстречу, и только нам разрешают пойти в труднодоступные места или более-менее опасные места. Мы будем доставлять и помощь туда. Рассказал Зият Сапсаби о своем участии в саммите «Россия. Исламский мир». По словам сенатора, участники форума выразили свое восхищение успехами чеченского народа в экономическом прогрессе. Я, как представитель парламента Чеченской Республики, по поручению председателя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановны Матвиенко, я принял участие в работе саммита «Россия. Исламский мир. Стратегическое партнерство». Я выступил от имени и Совета Федерации, от имени Республики, рассказывал. Вообще нашим гостям было интересно узнать, как можно за короткий срок и так успешно покончить не только с терроризмом, но еще восстановить республику и вернуть республику, экономику республики, промышленность на те же параметры, что было даже во времена Советского Союза. Конечно, я все рассказывал о вашем опыте, о той политике, которую проводил наш национальный лидер Ахмад Хаджи рахимахуллах, и всем, конечно, было интересно. Но самое главное, Рамзан Ахматович, что в конце саммита было принято решение проводить вот этот международный саммит в следующем году в городе Грозном, если вы на это даете добро. И это послание президента Татарстана вам лично и от Попова Вениамина Викторовича, председателя группы стратегического партнерства с арабским миром, чтобы мы провели этот саммит в следующем году в Грозном, чтобы люди увидели своими глазами. Я считаю, что это правильное проведение, правильное решение на руководство Татарстана в лице нашего брата Рустама Минниханова и тех людей Министерства иностранных дел Российской Федерации.
потому что на религиозном, так скажем, направлении у нас, по их мнению, военные там действия продолжались до последних год. И это абсолютно неправильно, неправда, но по последние годы они сами этого понимают. Как мы проводили форум по безопасности, около 80 государств присутствовало на форуме, и однозначно у всех было мнение, что Чеченская республика это разрушенная, разграбленная, разгробленная находится на сегодняшний день. На самом деле они думают, что здесь военные действия, блокпосты, и даже некоторые там говорили, даже не знаю почему, чтобы поддержать нас, они говорили, как есть. Они говорили, мы думали, что попали там в европейский город. Вы говорили, мы в Дубай вернулись. Да, вот, они абсолютно не ожидали, что Чеченская республика, город так восстановили, и так все спокойно. Поэтому вот, если вот такой форум будет в республике, они больше получат опыт, чем других субъектов Российской Федерации. Они на месте почувствуют, какое зло несет радикализм, там разные течения, и они на все 100% знают, что сказано в Коране, что говорится о хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вам спасибо, что вы достойно представляли не только Совет Федерации и нашу республику. Мы просто заявили о себе как полноправный субъект Российской Федерации. Это сегодня они сами подтверждают. И я уверен, что слова Ахмада Хаджи Кадырова, что за нас должны говорить наши враги в лучшую нам сторону, и это слова превратятся в реальность. Мы выполняем заветы Ахмада Хаджи Кадырова. И что он говорил на международном уровне, что он говорил внутри республики, федеральном уровне, все, что он говорил, вот в точку происходит. Поэтому мы сегодня, показывая, настолько мы готовы участвовать в любых ситуациях на федеральном уровне, на международном уровне, это говорит о том, что мы состоялись. Мы уничтожили ваххабизм, терроризм, экстремизм, мы восстановили республику, мы заново построили экономику республики и готовы в инвестиционном направлении участвовать в любых государствах, на любых уровнях. И благотворительная акция, это, я считаю, что хороший призыв, и нас должны услышать, и мы должны поставить совсем на новый уровень наш регион и наш народ. Я уверен, что этим мы справимся, и республика развивается и будет развиваться, потому что вы не только там политическим, благотворительной акцией занимаетесь, вы занимаетесь экономическим направлением, там, оказывается, с Эмиратами, и Саудовским Аравией вы ведете переговоры, там, разными фондами, благодаря вашей деятельности. Вот сегодня в республике приехали руководство фонда, и фонд, они совместно с нашим регионом, мы должны открывать совместный фонд. Этот фонд будет поддерживать малый и средний бизнес. Это большая подспорье, поэтому вот мы должны не так продолжать то, что мы делаем, а на все 100% добавить обороты и идти только вперед. Да. По поводу международной конференции, которая состоится в следующем году, принято решение МИДа Российской Федерации, что поднять уровень представителей иностранных государств. Я думаю, над этим будем работать, и вы правильно отметили, что если будем мы сегодня работать по старому методу и по старому темпу, мы можем на месте остановиться. Поэтому мы, иншаллах, будем работать больше, активней. Все ждут от Чечни, от чеченцев, от главы Чеченской Республики чудеса и необычные дела. Я думаю, мы это сделаем. Сразу после глава Чечни встретился с руководителем администрации главы правительства Исламом Кадыровым и гендиректором «Газпром» Межрегионгаз Грозный Русланом Цакаевым. Обсудили вопросы оплаты задолженностей за газ населением и связанные с этим проблемы. По словам Рамзана Кадырова, недопонимание жителей в основном связано с непрофессиональной работой сотрудников газовой службы. Выявлены случаи, когда абоненты оплатили коммунальную услугу, квитанции на руках, а по базе висит долг. По таким фактам уже работает прокуратура. Глава республики отметил, что работа будет усилена, а недобросовестным работникам службы придется ответить по всей строгости закона. Узаконить были халаха, дона, главным план образования хабалина, цель эту боч волна, харнах эту боч набу, хоре дона, эту бешью одабу, шахен эту бою бойтан боч волна.
убил шере он гир бос нах дополнительно вот вот это вот человек вала и бол бешит именно непосредственно по всем этим вопросам да, политические да, экономические вопросы долго администрация дона подключение дона исламе заниматься делом хюг дона руслан дона хосиевич и бол шей системе это регион газа беш бу дух беш нах изош бол нах уж бу It's Erdogan и Бог упорядочил Erdogan, он рода возил справедливый, да, и мы на мусорном чеку alla волден зим вошлин, что он шел делать хоть рано Erdogan, Бог так вот не спел, а вот он. Ага, что Бог шей белой, такая шей систем, да не сешь. Будешь что, по остальным вопросам, что будешь что, говорить тем, что халат. Да, халат, что ты знаешь, знаю 10, 11, 12 году, значит شاك نتاع كيت كوكون ديقرة تعوال تسعمو شاك ودا ودي فريرس يوش ديق تمسا شي دالي الله تشدالة تسدا تاشتي ناخبو أصلا دي عن حوي كوينة كوي بروكتوري تان زي ولين إكزيكوتان ثم دوزي تشوفوش هو ما خلت أصلا خوي تان عوصل نوش دولار تمر في الجداي وكان شايف جاري الإسلام صار يكون بريفريشن هو بيش. أحد الكتان سيدو، أحد الأحشادو، نو أحشوا حيشي هو بقول تدرسي. إذا دعنا إيش مسبوح أو إيش إناخ دعنا نادا يخبز تولع بتريد العصر، هوشوش نربيه خمس دعنا. هوشوش نرديل مصري، دعشين قوة مصري، ناهي الخلوش دعنا، أوش دعنا، قاعد سويت نلوش الأحش لجوش بيش. و Республик воч а представлять еще бюхом что больше уж хора дагети еще 30 лет там. Цен мётон, на да, вы еще гер ахчадокш, я слава мёт. والله цема сон я дать мода ходу понятие царства регион гази да на гер ахчалаш, цен газиуш. Ach, moeder, zo'n organisatie nou doen, als je helemaal bezig bent, sabarbaan dus, wij zien niet dat понимали dat стало. Dus hij die wordt wel werken die dus best, именно حبل وخلوش إنسان. بالنسبة حباك بعد ساعة أنا هون حبا بالنسبة للثاني ده جيستوك أحضان. بريالة سوي دان ساعة خذ بس دوش. Моссома деш, что я говорил, что он Давид Рафнабу. Уж бандош отношений, правильное представление, это чекши комиссия Хадур, хоккада, он это Хадур душ дальше, это говорит, они сидят сами десна. Это вот, это Хадур, это следующей неделе, через неделю Хадур душ это десна. То есть я был там, жестко, да, так Бог тобой уж, они привыкли десна. Даже главы района, так сказать, думали, что там баттас да я верю أصحاب ده الناس يقول عقلوا ها طبعا ده كان سادة وميخانيك خير ما يزر أتو باتشا ويسبيشو مودربو أتو بيش شيء آخر ديش بو بيدراش خير ويشل ويو أسبيشو عبوش بو لكن ده طبعا حاجة عجيبة استعمال أنا ميلا طبعا بوصل بقبو أحد بول ده تاع ما ريزيستنتش وده شيء طبعا جاز آخر دنيات ديك ملك حد ديش دو تخورا ده ولا يستبو زكونا بو Если целый дом, хаз хилом делает закон сендан, по закону дан. Хилай здесь, что углом делает возбудительное положение дан, если дан. Незаконное хищение, мы еще незаконное резкую, вожду цехи еще меры принимать их было обоих бизнесом. 1800 были, не знаю, был, цадо уж, цама дочь, разница площадей, счетчик счет, нахрен по площадям, разница площадей на сегодня выявлена. 577 тысяч квадратных метров выявлена разница, выявлена неисправность счетчика, счетчик шуха из вашей дахи из сажи 2350 счетчиков, дауш бу, я хватит на что, ну я та ахч хор модел дизу, ахч модел диз хаита, хаш ду просто хан ама такачаза та порчин хан та декачу ой халга газ дахадина хобуту дия керто амали это сак хинза ой акчи тошлу первый несекционное подключение первый акт от 10 до 15 тысяч штрафы раводена хотош
Второй подключить сюда, сразу 30 тысяч в двойном размере штраф, то углом делать что. И дух уже 143 хотина, акду, в процессе судрешения сюда, чек я 143 ду, в процессе адовой. А иш дух уже дисциплины силы, а шортные силы, уже повторно подключение, есть действительно, и кезик был, есть вот оплата, есть был. Еле поручение, да, вот на бог что он нам хинти цехечен даже, дахзида хаволш ри хорма хаволш валь со хаволш бог, чтобы хрсбог из действительно керта чуа гергетек вошхе девош хедит вот это кого действительно хабак что наха в списке состоит я главушку вернешь. Уж список составить, я сейчас даю эльчу, да, те сводные, список представителю, так когда эльные понятия. А вы думали, это будет список пиццерий, который не был. Бог был бы лишь мутал, а поручение, да, я был берись да, центр субсидировать, из да, был бы чена, более 5000 семей. Как подчеркивает Кадыров, все, чье материальное состояние не позволяет оплачивать услуги ЖКХ, внесены в списки льготников. Остальные должны понимать, что газ в регионе не добывается, он покупается, и за него нужно платить. По словам Рамзана Кадырова, с населением необходимо проводить разъяснительную работу в этом направлении. Люди, которые сегодня не хотят платить за газ, у них хаять. Телефон, 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 прителефон, хоббел, я хвост телефон уча. Ушающий дона угитвел телефон школ. Шающий угитвел телефон школ. Цер дона, цер социальный стейшн докстол arte. Цер дона, цер тамбат докстol arte. Цер din шерен дона, kan man den utslag stöd школ. Och ett och bås skall spela. Och har blivit satt någon hon dess telefon. Shit hon då telefon är. Så det på där kan det leda till vad på där kan det jag kan då kan så. Är det det så tror jag det hyper då itchen här då så här då kan man den utslag audio. Vad inte bo när då stanna det gaza här. Vad är det kon هو يسيح قابت عشان غاز يا غورياتي زي يعني بوحان هو منير سو on twa عشوات 3 meses na ona so da útil. O caba taxa que aquela plom todo barra dessa. Echt dona. Helaas no boss. 8 miljard so acht do budget je luxe na razne dona льготче. Разные направления. И ЖКХ, и выштрели социальные пакеты шедуш. Ой бюджет ер 8 miljard so hoog zelfs acht. غير باخت بس ويولات بس أتو باتشان نوديش سناخن وبقيت واحد شن خايت بود حالات ناخي وحق الهوري رأيوني عبوش بالناخي هو يرتع حق الناخي تقولتش بشون بس بجيته حق الأخذ هنا أولوش هلا نبرلين شون أولوش الأخذ أتو بوشوي حاصل أتو بدعوة في أتو بوش يو ها أتو بوش بعدك ناوش أتو بوش نبوه يو Эка специальное поручение лохейдя да. Изыскать возможность кейда сона дополнительный список и нахуй. Например, та 1000 тагу эту боч. Например, я ну абешабеш эту боч вахи 500 уй и 500 уайт. Контролер, сейчас они получают деньги, что они не виноваты. Виноват Кадыров. Кадыров хадак Аллах. Нет, саалдер. По закону на вас долдиш валха, закону босик хадак. اس نابورو تغيير ولا يتجمع هيزي بوخ شو جابوه بس جابوه يغير واصلا في سبيسك حياة بو اس سنة متن آخر لدوش البيجيتي بو اش نيزا كونه يقوى تو تقدر اتو بالعلاق بو اس بيسور شو مت اتو بوش يقوى بو اس ونعم شوش مثلا اني نعم شو تدري بعض البعض سان يحيي ديز شاش نح براح شا يجود قابل عليه شو يجود هو قال يجود يجود كوبر يعني هذا دوش وات لتعاقد دوش وات زود أحسن حقوقهم بينيبهم شلون شاي حقوقهم باك أحسن داخل شوات شلون زود الإنسان يقولون إيش إيلك نيوم شو
Царь уязью, царь уедитаюсь, царь яхты. Да я понимаю инвалидуала. Я понимаю мукшучула, лучула, я понимаю. Ну, я понимаю, если даже так Бог бешула. Гази я говорю, а свет, сахи. Целая отключи да, ан да, дичка. И газ вой нюхшу. Вой республика якшат. Вой республика якшат микшат. И вой дон, и это ахтера мусу население вой утиле. Вой бюджет а отца ахтера вой даже мусу школа, больница, мусу нет абахти вой это ахтера. Вой не цензурация лохида. Нет у нас таких возможностей дон. Хиль с удовольствием, наган, угли ал дидо, чунда да тулала. Наган бесплатно свет, газ хилит. Он даже и тут бог des Saats achel сейчас. Das Bog sei etwas was Tanahi do. Ja, soms dat we gaan nog zo is dat voor van Ramadan. Das idee so halb die durch das. Na, mehr resistent bis bo. Расширенный материал об этой встрече смотрите в наших следующих выпусках. Врачебно-физкультурный диспансер Чечни отметил свое 5-летие. По этому случаю в Грозном прошел первый съезд руководителей врачебно-физкультурной службы в СКФО. Поздравить своих коллег и принять участие в мероприятии приехали гости из 8 регионов страны. Слово Тинатин Музашвили. Вызвана бригада, которая сейчас определит серьезность полученной травмы. Определяется подвижность. Бригада врачей оказывает первую помощь пострадавшему от тяжелой травмы. После осмотра срочная госпитализация. Так проходят учебные тренировки и медицинские мастер-классы в физкультурном диспансере. Условия максимально приближенные к реальным. Я просто говорю как специалист, который знает всероссийскую спортивную медицину. Диспансер является одним из лидеров в России. И это, собственно, мы такими наградами его и уже награждали официально, наше профессиональное сообщество. То, что мы сегодня увидели, демонстрацию, она потрясающая. Вот уже 5 лет врачебно-физкультурный диспансер занимается лечением и профилактикой заболеваний спортсменов. Он оснащен самым современным медицинским оборудованием. В нашей республике спортивная медицина получила более серьезный импульс. Вы знаете, мы становимся постепенно такой спортивной республикой с хорошими традициями. Проводится очень много спортивных мероприятий, и все это не может проходить без развития спортивной медицины. Поэтому с нашей стороны мы уделяем большое внимание развитию, помогаем всячески. И главный врач, целеустремленный, амбициозный врач, я думаю, что вместе спортивной медицины мы поставим на новый уровень, который позволит проводить самые высокие мероприятия, оказывать помощь нашим спортсменам. Чтобы обсудить современное состояние спортивной медицины, в Грозный съехались руководители врачебно-физкультурной службы со всего Северокавказского федерального округа. Чтобы ознакомить руководителей о том, что с какими нами нашим учреждением достигнуты успехи, какие у нас есть периоды развития, становления. То есть нам есть действительно что показать, нам есть чем поделиться. И этот съезд призван тому, чтобы разработать дальнейшие шаги для перспективы развития нашей врачебной службы не только Чеченской Республики, но и всего по Северо-Кавказскому федеральному округу. Помимо стационарного лечения и реабилитации спортсменов, физкультурные диспансеры обеспечивают медицинскую помощь на различных соревнованиях. Чтобы попасть на прием к врачу, не обязательно стоять в очередях. Записаться к специалисту можно посредством онлайн-регистратуры. Тинатин Музашвили, Расул Арцухаев, Тимур Хайдаров. Новости. В Грозный прибыли гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Делегацию во главе с председателем Совета директоров фонда Халифа Хусейном Аль-Навайса в аэропорту столицы встретил вице-премьер правительства Чечни Хасан Хакимов. В планах у делегата встреча с главой республики Рамзаном Кадыровым. Напомню, между правительством региона и фондом Халифа ранее был подписан договор о поддержке предпринимательства и финансировании малого и среднего бизнеса, а также проектов, которые разработаны по исламским принципам. To visit His Excellency the President. Мы здесь для того, чтобы посетить его превосходительство президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. And extending to him the regards of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi. И донести до него приветствие от его превосходительства шейха Мухаммеда бин Заеда. And we are here to help with the development of Chechnya. Мы здесь, чтобы помочь развитию Чеченской Республики. Through focusing on the small and medium enterprise sector. Через поддержку малого и среднего предпринимательства. Позже гости отправились на юг республики. В Утумкалинском районе они побывали на строящемся всесезонном горнолыжном курорте «Ведучий» и смогли насладиться красотой местного ландшафта.
В Грозном прошел первый съезд юных кадыровцев. Почетными гостями форума стали председатель парламента Магомед Даудов и руководитель администрации главы правительства Ислам Кадыров. Организация зародилась в 2009 году, когда школьники со всех районов решили объединиться на пути Ахмата Хаджи Кадырова. На сегодняшний день в патриотическое движение входит до 10 тысяч школьников. Ребята проводят работу по духовно-нравственному воспитанию и участвуют в спортивной и культурной жизни республики. Здесь же активисты были отмечены почетными грамотами от главы Чечни, который вручил Магомед Даудов. Он также подчеркнул, что каждый из них должен служить примером для остальных ребят и осознавать ответственность перед организацией, которая носит имя героя, отдавшего свою жизнь во имя мира и процветания. نوخشية ريسبوبليك يومت واتونيا دعبولنا سول دع دال دير وال أعمد حاج دعبال شو دعاء ويهنز والبتشو رسيتو بولو قدر رمزانا وريسبوبليك ويت شو دايش نانوش شو كيجيدو شي نابوس يوانا تغليره هو خ شو مجر أردلشة خش داغي حاقاتنا طبعا جدين عصوت أو وقوي سحنا أوره شو كيجي خلنا هون أرجع شونا توام سجنا شو كتش ديانا شو حاجة ترى شو حاجة ترى هون أرجع ترى إيش جمال لوهم إدوتنا لاجر يج شكول يج إيش ديانا ديجيني يونس ديانا ترى خلي أكثر ديانا تند شو يوش ديانا دال خاصة بو شو يوش شو يش ديانا دا لو شو بتشون رمزان أحمد تشين ولا خلال ديانا خير عديان ديال ريال خليو قولي سنة ديانا دوك تشنا دوتو سجوا مسألة شو كدير دوخ باش أحمد حاجمية يا أحمد حاجمية دعكوا يش قدع كيجي يجعل دوتو على شيء تسيح ديانا إيش ألدول دش شو مال كيجي دلع جيم دول شان دين دا أولي شو تسم ديانا تسم أولي شاش ميو تج نيا دعكوا يش بو شاش أحمد حاجمية أخيل شمو خيل ديش دشو وين مسنا إمير يت وين حلو ولا وبتش رمضان أحمد وشو خسارة داسي يش دات أش كيجي دولشان دين دا وجه بيلدل داتنا شاش كيجي دولشان دين أحمد حاجمية بيعدو شاش كيجي دوش دقيق الأزنية بيعدال ملا دقيق الشيء ديان أحمد حاجمية بيعها شق دو دكتور ديان أش وجه تلاسدو أش تلاس هم شو دال أكتو بويل دال شو دقو دال اور شديان شو قيمش ديانا سونخ بولش نقطيج ملول ملدل بير ديانا شكولا تستيمون ديوش اس يوكي فيتر بوك امبوش بيريك نقطيج ملبول زمنك ديان يوني كديرتوش دغچوا شاليلرسي اس يوكي وغزرك ديانا تن يحدش ايش سيستم نقاش دعوه تويش ديلريسو تزادا اتبوش مسيري После официальной части началась концертная программа, которую подготовили сами ребята. Песню «Нох Чичо» в исполнении учащихся гимназии номер 5 города Урус-Мартан зал слушал стоя. Завтра стартует чемпионат России по греко-римской борьбе. В Грозно продолжают прибывать спортсмены из разных регионов страны. Вечером в столичном спорткомплексе «Олимпийск» уже прошло взвешивание борцов в весовых категориях 66 и 75 килограмм. В течение дня уже прошел семинар судей и пресс-конференция с представителями оргкомитета, главной судейской коллегии и руководителями команд. Торжественное открытие состоится завтра в 18 часов. В прямую трансляцию будут вести ЧГТРК Грозный и федеральный канал «Наш спорт». Магомед Ламаркаев продолжит. Основная часть участников турнира и тех, кто должен обслуживать соревнования, уже прибыли в Грозный. Накануне чемпионата России решаются все организационные вопросы. Оргкомитет работал очень слаженно, мгновенно реагировали на любые вопросы. Все, что нужно, решалось очень быстро. Все с пониманием подходят к чемпионату. В принципе, уже большая половина людей уже заехала, разместилась по гостинице.
Завтра на арену Колизея выйдут борцы в весовой категории 66 и 75 килограммов. Сегодня состоялось взвешивание, семинар судей и пресс-конференция. Следить за схватками будут судьи международного класса. Все практически уже готово. Великолепный зал. Там, пожалуй, 5-6 входит в этот зал. Очень хорошие условия. И, конечно, в таких условиях приятно будет ребятам, тренерам и представителям и находиться судьям там. Вот. И с другой стороны, они посмотрят, какая конкуренция перед Олимпиадой. Потому что и чеченские спортсмены борются здесь, и олимпийский чемпион в Пекине борется здесь, и Лобазанов борется. И ребята, я скажу, они на хорошем уровне, на хорошем ходу. По итогам 54-го чемпионата России по греко-римской борьбе будет формироваться основной состав сборной страны, который отправится на Олимпийские игры в Бразилии. Это огромное количество делегаций, любителей борьбы, болельщиков, которые приедут сюда. Они, во-первых, почувствуют заинтересованность руководства Чеченской Республики в развитии нашего вида спорта. Второе, они почувствуют тот комфорт, который создали здесь специально для того, чтобы сделать праздник для борцов, для тренеров, для специалистов. Ну и надеюсь, что схватки будут тоже соответственно такие же принципиальные, жаркие, эмоциональные. Чеченскую республику на чемпионате России представят более 30 борцов. Всего же примут участие не менее 300 спортсменов из 59 регионов страны. Я думаю, что не то, что сила, может, волнение, как бы и мотивации больше. Что, конечно, это такой отбор раз в 4-летие бывает. То есть здесь все будут, я думаю, что биться до конца. Последний сбор мы проходили в Шатое в составе Чеченской Республики. Прекрасно провели там сбор. Алхамдулилля, нормально, хорошо готов на все 100%, без травм. Думаю, выложиться, показать себя. Думаю, все будет на высочайшем уровне. Большая честь представлять Чеченскую Республику. Еще находясь дома у себя, это впервые в истории у нас происходит. Видно, какой накал. Да, ребята все готовятся. Я думаю, достойные будут встречи. Людям будут смотреть, будет интересно. Как минимум шоу и будут ребята показывать на ковре, да, потому что очень конкуренция высокая. Вот. А если организация предоставит помимо еще спортивных зрелищ еще какие-то интересные мероприятия, думаю, всем будет приятно и будет что запомнить о этом чемпионате. В городе побывал, я уже посмотрел. Люди так все приветливые, спрашивают, что чемпионат России проходит. Очень добрый, как бы, очень доброжелательный у вас народ. Спортхолл Колизей уже готов принять схватки лучших борцов России. А открытие чемпионата организаторы обещают сделать грандиозным. Сегодня состоялась генеральная репетиция с участием председателя оргкомитета Адамом Делимхановым. Первые 3 дня соревнований посвящены олимпийским весам. Ну а 4-й выявит победителей по внеолимпийскому весу, позволяющий классикам принять участие на чемпионате мира. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев, Адам Чикуев и Зелим Закаев. Новости. Мы продолжаем специальную рубрику «Встречая Рамадан», в рамках которой богословы Чечни рассказывают телезрителям об особенностях священного месяца. В сегодняшнем материале кади Заводского района Али Талсултанов расскажет о значимости Рамадана и воздаянии за него. Бисмиллах, я Рахману, я Рахим, бисмиллах. مرغب تعبول بالحلر إت دار شيء خلقا تقيه تبوسش خنشون الله وأوسطهم مغفرة يقبان خنا دار بصر من قنوش الجيش ديش خن الله وآخره عتق من النار المرغب وشقوش الأحياء دار جورا شو بحق لش حلق بيتخدنا أقصى بزبط أبوش دار القرآن شعبول بسم الله الرحمن الرحيم هي شاء سعي شيء إلش بقن صلى الله عليه وآله وسلم شيء إيمان دل شيء بصر ديش بودال شو مرغب رمضان بفرز من إبل لقشة شو الحلقة القومة إبل تر فرز مبر دار يهون بالله وين مرغب شيء قابرة لعلكم تتقون بودال شو خلي ترحمشاش شيء كورش بو ديلا كثير تات ابن تبوك المرغب بوختا مارنش قابش مكشخل شو الله وين ما خقرة أحدائم يؤشخلش يصوت إخ يؤشخل شام لو مقول ديغن مرغب يؤشخلش حديق ديلو حديق مكشل بيد بو سنة قيمة ربوط يسال صوموا تصيحوا مارنش قابش مكشخل شو الله مرغب شو استغنى شو زوق بيرخل دبا شو زوق بيرخل مرغب شو
حلر متوكل عند إفطاره هور سرعة مرض وسطن حقيقة مرض ولج كنا اتوكل روز ديرهم خستن بوك سرز عيقشا دوشو موشو دوخيات ليس من الشخشي الوقت روز شوزدو وعند اللقاء ربه كان دوش قيمتي نشادال دو حلو باتشا شا دنيا نشا مرض نش ديل دو حكابر دار شي نسو ميل حقوديش يال حقوديش اتسا وقت روز سالا اتسا بوصلت وقت روش بوصلت بركة تقبوز سيلا دير من بوش ماركن بوش بوش اهيت من وش الله دال مكش ميرش دوش دال سوخين دوخين وإقاب والمكش لويل إيمان لويل توفيق وإلا. В Грозном прошла очередная выставка картин. Мероприятие организаторы решили приурочить к наступлению священного месяца Рамадан. На суд зрителей авторами было представлено более 30 работ, рассказывающих о святынях и известных религиозных деятелях времен Кавказской войны. На выставке побывал и Рамзан Джамбеков. Эту коллекцию смело можно назвать иллюстрированной историей развития ислама в Чечне и в Дагестане. Более 30 картин рассказывают о святынях и известных религиозных деятелях времен Кавказской войны. К примеру, о Магомеде Иракском. Часть картин принадлежит перу художника Мелика Агабалаева из Дербента. Здесь картины, изображающие кладбища, различные зияраты, духовный лидер Кавказской войны Магомеда Иракского. И таким образом в комплексе мы представляем один из, можно сказать, страниц распространения религии, исламской религии на Кавказе. Эта выставка является знаменательной, что именно в канун этого, можно сказать, месяца открытие произошло в этом мемориальном комплексе славы имени Ахмеда Хаджи Кадырова. Выставку о духовной жизни Кавказа приурочили к священному месяцу Рамадан. Экспозиция вызвала интерес у студентов и школьников, но не только. Исторический экскурс решили пройти и депутаты чеченского парламента. В преддверии нашего праздника месяца Рамадан было весьма приятно, что выставка проводится у нас в республике. Я надеюсь, что молодежь получит позитивный импульс, позитивный заряд и новую информацию вот в этой связи. Я надеюсь, что духовно-нравственное воспитание сегодняшнее наше мероприятие сыграет свою определенную позитивную роль. Как отмечают организаторы, выставка призвана рассказать молодежи о духовных корнях народов Кавказа, о роли праведников в распространении ислама. Первый этап проекта начался с письма нашего первого президента, героя России Ахмеда Хаджи Кадырова. Письмо было адресовано к святому шейху Яхья Хаджи, чтобы шейх Яхья Хаджи рассказал подрастающему поколению о святых шейхах и авлиях, нашему подрастающему поколению. И наш проект «Религиозный путь Ахмеда Хаджи Кадырова», он предусматривает в себе то, что мы хотим донести до молодежи всю ценность святых авлияов. Любители живописи и истории смогут посетить выставку в течение ближайшего месяца. В будущем организаторы планируют проводить обменные выставки с музеями других регионов страны. Рамзан Джамбеков, Алаш Аздамиров, Адам Даниев. Новости. يا رحمن يا رحيم بسم الله. В Магасе прошла встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с муфтием Чечни Салахом Межиевым и советником главы Чечни Адамом Шахидовым. Стороны обсудили вопросы духовной жизни двух регионов и пришли к мнению, что религиозные деятели должны создавать открытые площадки для общения друг с другом. Таким образом, алимы смогут обсуждать вопросы, которые вызывают споры среди верующих. В Совете депутатов Грозного подвели итоги социально-экономического развития столицы за прошлый год и обсудили реализацию бюджета 2015 года. В заседании также приняли участие представители министерств и мэр столицы Муслим Хучиев. Он отметил, что кредиторская задолженность, в том числе по зарплате бюджетников, за прошлый год отсутствует. Не прекращается и работа по привлечению инвесторов. Объем внебюджетных поступлений в город увеличился на 60%, добавил Хучиев. В 2015 году реализовано 22 инвестиционных проекта на общую сумму 2 миллиарда 997 миллионов рублей, создание 850 рабочих мест. На стадии реализации находится 41 инвестиционных проектов общей стоимостью более 175 миллиардов рублей, создание рабочих мест более чем 4 тысяч. Также планируется к реализации на стадии обсуждения находится 60 инвестиционных проектов на общую сумму около 50 миллиардов рублей, создание более чем 4 тысяч рабочих мест. В
В числе позитивных изменений в жизни Грозного и присвоение ему звания города воинской славы. Также в прошлом году с целью увековечения памяти героев войны было переименовано более 10 столичных улиц. Об этом в своем выступлении рассказал глава Грозного Адлан Динаев. В текущий год провели ряд серьезных мероприятий, встреч на площадках Международной ассамблеи советских городов. В исполнении поручений главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, направлено на духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения, а также цели профилактики и патриотического воспитания населения. Проводились ряд мероприятий. Было подписано соглашение о сотрудничестве с городом Магаз. Также у нас была уже договоренность о сотрудничестве с представителями, которые были в прошлом году у нас в Грозном, представители из Северной Ирландии. Чеченские спасатели признаны лучшими в СКФО. Об этом сообщили на итоговом совещании Северокавказского центра МЧС России. В обсуждении приняли участие начальник регионального центра МЧС России Николай Литюк, начальник главного управления МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхяев и начальник Центра управления в кризисных ситуациях Хошбауди Кадыров. Участники мероприятия особое внимание уделили вопросам безопасности туристического кластера СКФО. Особо отмечены пожарно-спасательные подразделения Чечни и Дагестана. Швейная фабрика «Серло» – это единственное государственное предприятие региона, способное обеспечить рабочими местами 650 человек. Несмотря на все условия и современное автоматизированное оборудование, на месте трудится всего 15 мастеров. Проблема нехватки специалистов мешает запустить фабрику на полную мощь. Но, несмотря на это, предприятие регулярно принимает заказы как у местных потребителей, так и у заказчиков с других регионов. Слово Розане Цымаевой. С фабрикой «Серло» Тамару Берсанову связывает многое. Здесь она работает еще с 1974 года. На этом поприще женщина удостоилась большого количества наград и поощрений. Портниха признается, шитье для нее стало, что называется, делом всей жизни. За эти годы интерес к работе вы не растеряли, то есть любить меньше ее не стали? Сонда годов, больничный я выходной, даже все равно сюда тянется, как родной дом. В советское время фабрика «Серло» входила в Грозненское производственное швейное объединение. Тогда предприятие занималось пошивом школьной формы и являлось ее главным поставщиком по всему Северному Кавказу. Сегодня на фабрике имеется 3 пошивочных цеха – экспериментальный, раскройный цех и раскройный комплекс. К слову, последний – уникальное изобретение, позволяющее полностью автоматизировать процесс кройки изделий, тем самым втрое повысить производительность труда. Его аналогов нет на всем Северном Кавказе. Фабрика способна обеспечить до 650 рабочих мест. Имеется необходимое современнейшее оборудование. При этом в разгар рабочего дня здесь довольно тихо. Над созданием одежды трудится всего около 15 человек. Если до сих пор предприятие занималось производством спецодежды, то с этого года здесь создают повседневную одежду для женщин, мужчин и детей с использованием вышивки и нанесением краски. На фабрике есть одна единственная проблема, с которой руководство всячески борется, но пока безрезультатно. Нехватка кадров мешает запустить производство на всю мощь. Ни участие в ярмарке вакансий, ни рассылка объявлений в соцсетях не дают результата, говорят здесь. В 2015 году «Серло» внедрили даже дуальное обучение для учащихся техникума моды и дизайна с целью дальнейшего привлечения специалистов. Нам не обязательно люди, чтобы имели какой-то стаж работы или какое-то понятие швейной деле. Мы здесь на месте уже учим их. Сегодня фабрика задействована только на 10-15% от своей производственной мощности. Порядка 150 человек. Это минимальное количество людей, которое нужно для того, чтобы фабрика вышла на рентабельность и работала в плюсе. А тем временем заказы из других регионов швейную фабрику «Серло» продолжают прибывать. Это значит, что перспективы для профессионального роста любителей швейного мастерства здесь всегда будут. Розана Цымаева, Муслим Типаев и Дени Хавхаров. Новости. И в конце выпуска штормовое предупреждение. МЧС информирует, что до конца суток 2 и 3 июня в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. МЧС призывает автомобилистов быть осторожными на дорогах, без особой надобности не выходить на улицу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.